Слишком дождливое и холодное лето – враг всех теплолюбивых растений. Когда дожди не совсем в радость, обильные осадки препятствуют региональным аграриям собрать урожай озимых культур в полном объеме. Воду всем отправляют, а вот доходит ли она до местных жителей – это другой вопрос. Здесь ветхие трубы. В Плиево дали долгожданную воду, но изношенные трубы не выдерживают напор. Что делать и как решается проблема, расскажет Ирина Тичоева. В текущем году первый раз мы допускаем паломников до самого аэровокзала вместе с провожающими лицами. Они ответственны за отправку и прием тысяч паломников. В аэропорту Магаз прошло совещание в широком формате с участием рабочей группы по организации хаджа. Новые тротуары – лишь один из этапов благоустройства сел Нестеровское и Алхасты. Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в выпуске. Сколько макулатуры удалось собрать плиевским защитникам природы и чем наградили школьников, расскажем в выпуске. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Смывают все на своем пути. Периодичные дожди – залог богатого урожая, а их обилие сулит неблагоприятные последствия для сельского хозяйства. Частые осадки, накрывшие республику, вносят неожиданные поправки в планы аграриев по уборке озимых культур. Правда, яровым капризы природы, наоборот, пошли на пользу. Какие меры предпринимают в ГУПах в деле сохранения зерновых, расскажет Светлана Томова. Слишком дождливое и холодное лето – враг всех теплолюбивых растений. Такая погода для этого времени года для нашей местности аномальная, считают агрономы республики. ГУП Алханчурская в этом году высадила озимые культуры на 2500 гектарах, с 1000 из которых в солнечные дни худо-бедно урожай все же удалось собрать. Но продолжить уборочную кампанию на оставшихся полях проблематично. Еще один нюанс – это разросшиеся из-за дождей сорняки, из-за чего ГУП также несет определенные потери. Идет массовый выход сорняка, забиваются зерновые культуры. В связи с этим и обмолот, и будут большие потери. Такое положение на данный момент. У нас озимых 2500 гектаров, озимых 1000 гектаров убрали. 1500 осталось. Уже неделя, как мы не можем приступить к уборке. В связи с дождями будут, конечно, потери будут. Сорняк будет забивать, а молот уже гораздо тяжелее. Потому что сорняк, он в данный момент сырой, а молот, зерно должно быть сухое. Вот такое положение у нас. Если озимым культурам дожди нанесли урон, то на всходах яровых культур, наоборот, повлияли благоприятно, особенно на кукурузу. Потому как увлажненная земля после частых дождей дает хорошую подпитку. Впрочем, несмотря на это, радоваться особо не приходится. ГУПам республики пришлось тяжело из-за постоянно меняющихся погодных условий. Во-первых, засуха была. Потом, значит, нас, ударил саранчевые вредители. Потом, значит, местами наших ГУПов, значит, сельхозтоваропроизводителей ударило градом. Но всему этим наши люди, наши работники стояли с стихией и боролись. Благодаря мерам, которые были ранее предприняты в ГУПе, удалось минимизировать потери. Изначально обрабатывали почву, внесли удобрения на площади около 13 000 гектаров. Селитры помогают для роста, развития, значит, сходов, когда, значит, озимом. Но после этого мы, значит, обрабатывали против сорняков. Где-то площади, значит, 4000 гектаров, учитывая и яровые. После этого, значит, как только саранча появилась, мы, значит, сельхозтоваропроизводители на площади 3500 гектаров внесли, значит, против саранчу удобрение, не удобрение, а лекарства, которые уничтожали их.
По словам представителя Минсельхоза, самое время объявить чрезвычайную ситуацию. В этом случае удалось бы помочь местным сельхозпроизводителям восстановить свои потери. Все необходимые документы для этого профильным министерством уже подготовлены. Изначально, когда начало года, и в 2018 году у нас, очень мало было влаги, когда мы посадили озимые. Не было дождя, не было, снега не было. Зима как-то была, без снега. Это называется в народе зимняя засуха. И после этого, сходы у нас некоторые остались. Участки, некоторых, эти участки, полевые участки, есть, Малгобеки, в основном много, и они не дали такого схода, такого положительного схода не дали. В связи с этим урожайность мы теряем. Минсельхоз республики настоятельно рекомендует застраховать яровые культуры в ГУПах региона. Возможно, именно этот способ разрешит финансовую сторону ущерба, нанесенного различным сельхозкультурам от нападков природы. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24. Из кранов жителей села Плиево потекла долгожданная вода, и это не связано с погодными условиями. Решение проблемы с подачей жизненно важного ресурса в селение стало возможным в своем большинстве благодаря поддержке Роснефти. Строительство дополнительных резервуаров, заменой старых насосов и улучшение системы подачи воды повысило давление в трубах, которые в итоге просто не выдерживают такой нагрузки. Решение одной проблемы породило новую, вернее, напомнило о своей ветхости и изношенности. Рина Тичоева встретилась с местными жителями и расскажет подробности. Перебои с водой для жителей Плиева больше 10 лет оставалось одной из самых острых проблем. В сельском поселении проживают свыше 22 тысяч человек. По традиции, каждое лето жители жаловались на нехватку, а то и отсутствие воды. Чтобы решить сложившуюся ситуацию, в регионе неоднократно предпринимались некоторые шаги. В рамках договоренности с Роснефтью были пробурены 19 водозаборных скважин, построены новые резервуары для хранения воды, проложены 62 километра трубопроводов, установлены дополнительные насосы, и только после проделанной работы вода потекла по трубам плиевцев. В этих резервуарах в каждой по 1000 кубов воды. Она специально заготовлена на случай необходимости. Но проблем с нехваткой воды сейчас в селении нет, говорят местная администрация. Мы видим с вами высокий напор и давление. Воду всем отправляют, а вот доходит ли она до местных жителей, это другой вопрос. Здесь ветхие трубы. У местной администрации даже нет схемы на руках, чтобы отследить, где происходят порывы. Только за один день их более 20. Помимо прочего, здесь были заменены ветхие сети, создали технические условия для водозаборных станций, соорудили также систему водоотдачи. Но все это безрезультативно. Перед ветхими линиями сильное давление, трубы частенько просто не выдерживают. Все трубы, которые я сейчас порывами занимаюсь, они низкого качества. Уже проложены давным-давно и уже проржавели все. Их надо менять. А если сейчас упустят воду нам с Магаса напрямую, по этим трубам, которые вы сейчас увидите, у нас будет еще больше порывов. Расскажите, а когда пустят воду? Обещали пустить, не знаю, вот сейчас он вроде бы подключает насосы, обещали пустить воду. Турбажи на балансе администрации, так по мере возможности выезжать, что и сам турбаж. Эшкин турбажи, духаешь озереш, ачехка духае. Турбаж лелхжлат, даггар яхи демот дахмот гаш хидт хугаш жерж даггар цулка ча мчхад цогж хидолж ос. По линии Роснефти ачехка новый турбаж ос на Плиеву отдельной линии. Ханс хак юаж линии ос тоже по Роснефти отдельно юаж хак линии ос. Ханс на днях если балбеш. Сегер насосыш отя напрямую оза баценде даже гази юрти барсуки Плиева снабжат. Я самый больной точки ярдертха ос хак аж лахие разбор воды. Скоро запустят водонасосную станцию. Именно она должна полностью закрыть вопрос подачи воды в селе. Водозабор Магасской магистрали, бурение скважин уже завершено. От новой станции до Плиева протянули водопровод длиной 13 километров. Если сейчас жители Плиева получают около 2000 кубометров воды в час, то уже скоро эта цифра увеличится в разы. Говоря о ветхих трубах, проложенных с нарушениями ГОСТа, в Рио главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов распорядился проверить их качество.
трубка. У нас даже те средства, которые выделяются, они у нас используются ненадлежащие и ненадлежащим качеством труб применяемых. Вот просто трубы. Покупаются в соседних республиках трубы. И я это знаю достоверно. Они песком или чем-нибудь, ну есть такой обжиг или что-то еще, очищаются, прокладываются. Я просто хочу поставить в известность. Мы их будем выкапывать. Из-за ветхих и некачественных труб и происходят порывы. Эксперты отмечают, они давно отслужили свое. Таких мини-фонтанчиков здесь много. Это вовсе не местная достопримечательность, а еще один пример порыва труб. Как говорят местные жители, так она течет каждый день. Семья Магомеда Ажигова о собственных квадратных метрах мечтала давно. Дом возвели, но радость длилась недолго. Из-за частых подземных порывов пошли трещины по стенам. Еще одна проблема в селе – нерадивые жители. Несколько месяцев назад один из жителей сельского поселения, ремонтируя в доме водопровод, решил на время отключить воду во всем сельском поселении. Закрыть – закрыл, а вот включить обратно – забыл. Тем временем жители Плива пытаются использовать полученную воду с пользой. Залина Косоева наконец занялась консервированием овощей и фруктов на зиму. До сентября месяца прошлого года у нас была проблема ханитха. Но хастехи шхана, иштьёх проблем ханястха. Далак ишхант, но хадул шхант. И момент шхани, но дукку гоу шханда стабада дичь. А хантхи дуах шо дик дуах? Хазанное время дуах. 20 школы момент. 20 школ. Дух хивахки 20. И далак шсара хадул. Но это я могу понять, потому что деха ика цацхам на хичи дулж момент шмули сахандак ол ешхол. Так ол худук цас. Халха ханер халц уже хули вообще дух. Халха ханер дат дух гоу шхаятсанс. Ну а ситуация с ветхими трубами должна разрешиться уже в ближайшее время. Здесь вовсю заняты реализацией федеральной программы. Рина Сычоева, Майрбек Миржоев. Новости 24. 2 недели остаются до начала отправки паломников в Саудовскую Аравию для совершения одного из 5 столпов ислама – хаджа. К этому важному событию паломники готовятся как духовно, так и физически. Удобным бонусом для будущих хаджи является и возможность вылета из аэропорта Магаз, где, к слову, сегодня обсуждали подготовку к предстоящему паломничеству. Совещание прошло в широком формате с участием рабочей группы по организации проведения хаджа. Подробности в материале нашего корреспондента. Мы 25 числа, я думаю, поставим все кабинки под пограничный контроль, и таможенный контроль, зеленую зону и пограничную зону. Устроим и дополнительно вы осмотрите, я думаю, за 2 дня или 3 дня, как мы подготовились, какие замечания будут, чтобы устранить. На встрече обсуждают технологические нюансы подготовки к хаджу, пропуск паломников через государственную границу. По мнению участников, необходимо провести разъяснительную беседу с провожающими, обозначить правила доступа как в таможенную зону, так и правила поведения в аэровокзале. Учитывая прошлогодний опыт, то, что у нас было, кое-что добавим, ужесточились кое-какие требования и в таможенном контроле и пограничном контроле, что граница считается. В принципе, все у нас полным ходом идет. Хорошо, можно сказать, даже отлично. Участники совещания прошли на взлетную полосу, посетили аэровокзал, где осмотрели пункты регистрации и досмотра, а также таможенный контроль, чтобы во время отправки у паломников не возникло никаких проблем. Касательно таможенной службы у нас были несколько технических вопросов, которые мы до этого, в принципе, с руководством аэропорта уже обсуждали. Это ограничения на вход, мы их предупредили, что нужно именно для того, чтобы паломники и провожающие не попадали в зону таможенного контроля. На этот раз для удобства паломников и провожающих внесены некоторые изменения в организацию отправки в священные места. В текущем году первый раз мы допускаем паломников до самого аэровокзала вместе с провожающими лицами. Единственное, хотелось бы обратиться к провожающим лицам, чтобы они соблюдали все правила пользования аэровокзалом, чтобы подчинялись действиям сотрудников правопорядка, не создавали препятствия для благоприятной отправки паломников. Паломники вместе с провожающими лицами могут находиться в зоне аэровокзала Магаз и спокойно проводить своих родственников на священную землю. Представитель Сужского отдела МВД обратился к отправляющимся паломничества и их провожающим. Уважаемые паломники,
уважаемые лица, их сопровождающие, МВД по Республике Ингушетия, требует и одновременно просит, убедительно просит соблюдать правила дорожного движения на период отправки паломников, не создавать на прилегающей территории к аэропорту неудобств для лиц сопровождающих и членов семей паломников. В противном случае в отношении данных граждан будут приняты меры административного воздействия. На сегодняшний день все вопросы, касающиеся подготовки к хаджу, решены. Это и регистрация, и оформление документов, и вакцинация паломников. Первая группа из аэропорта Магас вылетает 30 июля. Всего планируется 5 прямых рейсов до Медины и Джиды. Дана Плиева, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Адам Далаков. Новости 24. Тысячи новых квадратных метров жилья и благоустройства населенных пунктов – не мечта, а вполне реализуемые меры улучшения качества жизни населения. Национальные проекты охватывают всю Россию. Усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства, внедряя передовые технологии, комплексно развивая города и населенные пункты. Нацпроект «Жилье и городская среда» успешно реализуется и в Ингушетии. Как благоустраиваются населенные пункты Нестеровская и Алхасты, расскажет наш корреспондент. Нескольких населенных пунктов Сунжицкого района идет полным ходом. Хоть работы начались совсем недавно, многое уже сделано. На данный момент идет подготовка к укладке тротуара длиной 2500 метров в сельском поселении Нестеровское. Жители улицы Шоссейной ожидают перемены. Скоро по всей ее длине будет проложен тротуар протяженностью в 1200 метров. Аслан Ахриев живет здесь всю свою жизнь. Удобств, как признается, он мало. Негде прогуляться с семьей. Под вопросами безопасность детей, которым приходится ходить по обочине проезжей части. Долгожданное преображение родной улицы решит эту проблему. И отсюда дети ходят в школу пешком, в непогоду ходить, это очень трудно в школу. Вот я живу, например, самый последний дом отсюда. Просто прогуляться вечером, выйти по тротуару, очень хорошее дело. Очень довольны люди. Помимо улицы Шоссейная, тротуар прокладывают и на улице Первомайская. Больше 10 рабочих трудятся каждый день, чтобы уложиться в срок. Немалый фронт работ уже позади. Расчищен и выровнен придорожный отрезок земли протяженностью 1300 метров. По всей улице слышны звуки молотка. Рабочие устанавливают тротуарные бордюры. Я общественная территория по программе «Городская среда», я хожу, программе да, здесь нахшаш дуках без мотора на дука наха дезеради я еще общественная территория я да здесь он охшар хайезер я юрт атуатажа улица Шоссейная и улица Первомайская я хожу юрт держу так я наха дука дезеради я общественная территория охшар был хабиб булыш был хабиб был бяб подрядчика сделан, да, здесь договор заключить с администрацией сельского поселения Нестеровской, царство договор заключить акар срок до 1 ноября и был хабиб ежди. Планы на этот участок у местных властей созрели давно, только вот бюджет все никак не позволял реализовать их. Уюштва особенно новостройки 1300 метров от поста до Вияречной улицы Хатчинс. Так уз малва новостройки малва сага бербекер доллар халса гели кегинах бали хабяка уз ахиша салаиши камялиши декмятегех. Еще одной точкой благоустройства стала улица в сельском поселении Алхасты. Здесь также укладывают тротуар протяженностью 800 метров и шириной 1,20 м. Работы по облагораживанию территории будут длиться до ноября. И судя по темпу работ, уложиться в график не составит труда. На данный момент установка с бордюрами уже. Если они бордюришь, освещение, бордюрс, лавочка дос и нах бабул, шкармашки шуды далендер уза. И тротуар бока до угла Алхаси 800 метров примерно работает. Жители небольшого поселения очень рады такому вниманию к их проблеме, ведь мест для прогулок здесь никогда не было. Помимо Нестеровского и Алхасты, в рамках национального проекта «Городская среда» планируют благоустройство в сельских поселениях Берт-Юрт и Галашки. Сроки обозначены, фронт работ намечен, а жителям остается немного подождать. Перемены будут. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.
Те самые перемены уже видны в городе воинской славы и радуют горожан. В Малгобеке устанавливают скамейки, фонари и обустраивают спортивные площадки для активной молодежи. Воплотить в жизнь давнешние планы удалось благодаря реализации уже партийного проекта единороссов «Комфортная городская среда». В определении территории благоустройства приняли участие сами жители. Путем голосования были выбраны зоны обустройства. Мака Дударова расскажет. Пожалуй, таким переменам больше других рады местные детишки, ведь тут для них соорудили игровую зону. Изнаур Яндиев с 4 лет увлекается борьбой. Мальчик говорит, что с открытием новой спортивной площадки у него появилось больше возможностей и стимула заниматься физической культурой. Каждый день Изнаур с ребятами устраивает во дворе соревнования по отжиманиям, а также занимается на брусьях и турнике. Нам площадку сделали давно, катаемся на велосипеды, делаем крутые трюки. Не только мальчики, но и девочки могут приятно провести свой досуг. Тут каждый может найти занятия по душе. Мы тут всегда играемся, на велосипедах, на самокатах, на роликах катаемся тут. Партийный проект формирования комфортной городской среды запущен с учетом состояния дворовых территорий многоквартирных домов. Большая часть средств на благоустройство парков и дворов выделена из федерального бюджета. В 2018 году, то есть в прошлом году, мы благоустроили 3 дворовых территории. Это Асканова 4, дом номер 6 и дом номер 8. Вот данная территория, на которой мы находимся. Работы были проведены, то есть в этом дворе дома построены с 1971 года, и с тех пор благоустройство дворовых территорий, работы здесь не были проведены. То есть все эти работы, которые сейчас мы видим, сделаны с нуля. Устройство твердых покрытий тротуарных, вот этих дорожек всех, подъездов к зданиям, затем значит, твердое покрытие, опять же, это асфальтовое покрытие, это проезды, площадки, стоянки, озеленение. Теперь, значит, вот далее, значит, формовочная обрезка существующих зеленых насаждений. Это деревья, которые в возрасте, в большом возрасте, не могу сказать даже, как у них возраст. Формовочная обрезка, чтобы выровнять крону. На этом работа по благоустройству не заканчивается. До конца текущего года в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» планируется проведение работ по преображению 7 общественных территорий. А каких именно, выбирали сами жители. Большинство голосов получила улица Гоголя, где находится одна из достопримечательностей Малгобека – аллея имени Гейдара Алиева. Строительные работы коснулись также и улицы Орджоникидзе. На этой улице будут проведены работы по устройству тротуаров с обеих сторон, из тротуарной плитки. Также будут проведены работы по устройству уличной освещения, асфальтовое покрытие с установкой бордюрного камня и зеленое насаждение. То есть мы здесь планируем посадить еще деревья, 40 штук. Это 2-метровые деревья мы заказали. Все эти работы в этом году планируется провести. За счет федеральных и республиканских средств в Ингушетии в этом году благоустроят десятки дворов многоквартирных домов и общественных территорий. Как в целом по региону, в Малгобеке работа идет по плану и с учетом требований для комфортного проживания горожан. Мака Дударова, Милана Хамчиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности на рассмотрение в МЧС России теперь можно через единый портал ведомства, специально разработанный для удобства граждан, как физических, так и юридических лиц. На портале обеспечена возможность авторизации заявителей через единую систему идентификации, что обеспечивает защиту размещенной в ней информации и доступ к оказанию государственных услуг. Кроме того, на едином портале обеспечен доступ к сервису досудебного обжалования, через которую пользователи государственных услуг могут обжаловать работу органов власти в досудебном порядке. Сервис интегрирован в инфраструктуру единого портала государственных услуг. Более 200 заявлений от абитуриентов уже поступило в приемную комиссию Республиканского политехнического колледжа. СУС ведет прием документов и предлагает несколько направлений обучения по специальностям, востребованным на рынке труда. Что выбирают абитуриенты, в сюжете Амины Боковой. В жизни еще мало что видела, поэтому она, не знаю, не определилась конкретно, что ей хочется. Она вот в раздумьях. Вот смотри, мы тебе можем предложить младшую медицинскую сестру по уходу за больными, дошкольное образование, строительный факультет, если тебя интересует.
Дошкольное образование, делопроизводитель, строительство и эксплуатация дорог. От списка факультетов и направлений просто глаза разбегаются у абитуриентов. Вот и Хадя Аздоева сегодня с группой поддержки. Помогает с поступлением отец. Педагог с многолетним стажем уверен, что профессию надо выбирать, обязательно востребованную на рынке труда. Особенно если сердце к чему-то конкретному не лежит. То, что я хочу, она не хочет. Я хотела на фармацевт, чтобы она пошла, она не хочет. Сложностей много, говорит, там, при учении, то есть при поступлении. Даже если она поступит, тяжело учиться там есть предметы, которые тяжело даются. А сама она хотела юридический. Медицинское дело действительно одно из самых популярных направлений в Республиканском политехническом колледже. Но самая востребованная специальность среди выпускников – это все же разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. В прошлом году конкурс на факультете составил 20 человек на одно место. А вот Амирлан Ахматов решил поступить, возможно, не на столь престижную профессию, зато с гарантией трудоустройства. Тамирлан хочет стать автомехаником. Работа не пыльная, а главное, всегда востребована и хорошо оплачивается, говорит абитуриент. К этой профессии я давно, как сказать, пришел, месяца 2-3 назад. Мне нравится возить машину. Я с детства любил там стоять с дядей, копаться в машинах, там что-то разбирать. У нас по большей степени российские машины, они много очень ломаются, и поэтому прибыль будет больше. Приемная кампания в политехническом колледже началась 1 июля. На сегодняшний день поступило свыше 200 заявлений от абитуриентов. Чтобы участвовать в конкурсном отборе, нужно сдать все необходимые документы. Это копия паспорта, аттестата, СНИЛСа и ННН. Заполнить анкету и пройти собеседование на знание общей школьной программы. Вопросы могут быть самые разные. Все зависит от конкретной специальности. Мы набираем абитуриентов по таким специальностям, как разработка, эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, дошкольное образование, строительство зданий и сооружений и строительство автодорог, аэродромов. Это у нас идет СПО, среднее звено, и начальное профессиональное образование, автомеханики, младшие медицинские сестры. Вот такие специальности. На базе 9 классов у нас бюджетные места. Заочное отделение у нас коммерческие по договорам. Стоимость на заочном отделении это зависит от специальности. Несмотря на то, что здесь не готовят юристов и экономистов, ежедневно в политехнический колледж приходят десятки абитуриентов. Такой повышенный интерес к учебному заведению объясняется весьма просто. Здесь ребята могут не только получить, образно говоря, корочку, а в первую очередь освоить действительно востребованные на сегодняшний день профессии. Средняя заработная плата специалиста по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов от 30 до 100 тысяч рублей, в зависимости от конкретной сферы. Еще выше оплата труда на нефтяных объектах. 148 подали заявлений на нефтяной факультет, 55 автомеханики, 118 уже идут в дошкольное образование. В республике на сегодняшний день открыты 6 колледжей, так что выбор профессии для среднего специального образования у ингушских абитуриентов обширный. Ну а когда завершится прием документов в политехническом колледже, станет известно в последних числах июля. В случае недобора на некоторые специальности прием документов продлят до августа. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Тонны макулатуры собрали учащиеся первой школы селения Плиева. Акция с говорящим названием «Собери макулатуру, спаси дерево» объединила под своей эгидой сотен школьников, поисковиков старых газет, журналов и книг. В проведении доброй акции учащимся помогали родные, друзья, сотрудники регионального Минприроды и не только. Дана Плиева с подробностями. Куча старых коробок, кипа исписанных тетрадей и не раз прочитанных журналов. Совсем скоро в эту гору старой использованной бумаги вдохнут вторую жизнь. Акция по сбору макулатуры в первой плиевской школе стартовала в апреле и проходила вплоть до окончания мая. За эти 2 месяца школьники собрали около 3 тонн макулатуры, которую впоследствии отвезут на Сунжский полигон. Помогает в транспортировке бумажного груза региональный оператор «Экосистема», который занимается сбором мусора в регионе. Вопросам экологии в республике уделяется особое внимание. И приобщает к этому молодежь. По словам зауча школы Заремы Плиевой, ученики с большим энтузиазмом отнеслись к акции, и помощь природе была не единственной целью экомероприятия. В первую очередь польза экологического воспитания, потому что дети на уроках
природы знают, что бумага делается из дерева, что вторичная переработка этого сырья опять позволяет делать бумагу и сохраняется жизнь очередному дереву. И, естественно, дружба, потому что коллективная работа, она вызывает разные эмоции у детей. И дух соперничества, он тоже очень полезен. Мы ходили по разным магазинам, ларькам, двор и даже у себя дома засобирали. Почти каждый день мы занимались сбором макулатуры. Нам было очень весело, интересно, и мы бы не отказались повторить это еще раз. Особенно отличились в акции пятиклассники. К примеру, Магомед Ильянов и сейчас спешит помочь донести собранную бумагу в корзину. Как вспоминает мальчик, в поисках старых коробок, журналов и книг он вместе с друзьями заглянул в каждый уголок своего дома. И даже родители ему активно помогали в сборе макулатуры. Они еще в раннем детстве привили мальчику любовь к природе, загрязняя которую в первую очередь вредишь себе сам. Эти слова Магомед хорошо запомнил. Если мы будем кидать мусор везде, то у нас будет все очень дымиться, все грязно. Нельзя, некоторые фабрики отходы уходят в реку, это очень плохо. Для этого мы должны следить за природой и очищать ее. Для меня экология – это когда мы едем на природу или в горы, когда мы разжигаем костер, тушить его, а то может сжигаться лес. Не бросать мусор и собирать его в пакеты, уносить домой. И не мешать экологии. Награждается ученица 5 Б класса Гиреева Хава Ибрагимовна. Где у нас Хава Ибрагимовна? Поощрили ребят и от Минприроды региона. Всех отличившихся в сборе макулатуры наградили грамотами и памятными подарками. Как отметил министр Магомед Бабхоев, такие акции нацелены на то, чтобы воспитывать в детях бережное отношение к окружающей среде. Мы считаем, что именно вот эта работа с подрастающим поколением, она является наиболее важной и наиболее продуктивной с той точки зрения, что буквально через 5-10 лет мы уже получим более здоровое общество в этом плане. И тем самым все вот эти вот проблемы, которые на сегодняшний день есть, что связано с мусором, что связано с негативным отношением к природе, это все будет минимизировано. По мнению педагогов, акция главным образом учит детей заботиться о природе и бороться с массовой вырубкой леса. И подобного рода мероприятия они намерены проводить как можно чаще. Дана Плиева, Асхаб Илакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.